вами Олег Желнин, телепрограмма «Точка взаимодействия». Я нахожусь в Китае и расскажу немного о отдыхе в Китае. Причина, вот сзади стоит автобус, да? Но области, которые у нас здесь экскурсия, самые классные, столько лет, столько туристов, вообще больше нравится именно Великая Китайская стена, термальный источник, аквапарк. Здесь, в Китае, все время надо ходить на длинные расстояния, так что этот отдых именно для здоровья, для своего тела. Наш это император Чин Ши Хуang. Конечно, это Великая Китайская стена очень близко связана с этим императором, потому что это император в истории Китая самый первый человек, очень великий человек. Но, значит, он соединял различные народы и 6 княжеств от много царства, и с него начался построить Великую Китайскую стену. Слава, вы откуда? Благовещенск. Ага. Как впечатление первое? Отлично. Очень даже хорошо. Едем, поднимаемся. Погода? На Китайскую. Погода. Вроде распогаживается. Поначалу был дождь. Сейчас вот. Были когда-нибудь здесь? Нет, первый раз. Первый раз. Первый раз. Я напомню, что протяженность этой стены от побережья до севера Китая 6000 километров, ну около этого. Здорово то, что китайцы придумали, как использовать руины древности и сделать его привлекательным для туристов. Скажу, в Китай надо приезжать, может быть, для отдыха на море, но в основном это спортивный отдых. Ходьба, ходьба и еще раз ходьба. Я спустился с китайской стены, достаточно сложный спуск. Ступеньки они разные, поэтому спускаться достаточно сложно. Но китайцы наоборот поднимаются, им тоже сложновато, и потом на фуникулере едут вниз. Ну что, мы покорили китайскую стену. Это место храм буддизма, настоящее имя Фа-Юн-Цы. Это место, конечно, очень огромное, еще наша, вообще, наша своя вера Будда. Поэтому мы специально сюда приехали с группой, чтобы все познакомиться, наши очень важные Будда и про наши некоторые культуры, чтобы про этого можно побольше узнать. Отдых в Китае, он разнообразен.
Здесь очень много развлечений, много парков, водного отдыха. Катаемся. Как называется правильно? Остров Рыбака. Рыбака. Да, Рыбака. Раньше здесь вот только на остров есть горячие источники на улице, только горячие источники, несколько бассейнов. За эти годы много расширились. Раньше по этой дороге там еще осталось много песчаной скульптуры. Песчаной скульптуры много. Здесь выбора достаточно много, но больше этот отдых подходит для семьи. Я нахожусь в парке с термоисточником. И здесь очень много аттракционов для детей. Все здесь. И главное, здесь есть поляна цветов. Самых разных. ВДХ начали дожди, и мы решили использовать время наших туристов для шопинга. Кто как может. Кто на такси, головной город Шейхентау, ВДХ это всего лишь район. А мы на автобусе. Еду в автобусе, проезд 2 юаня. Очень дешево. На такси 50 юаней. Я решил посмотреть, что такое общественный транспорт из города. Но сейчас мы сказали, что мы едем, не доезжая до Шейхентау, едем в новый торговый центр. Торговый центр оказался большой,
и поразил своими размерами. И в особенности, что здесь сделано для детей. Практически на каждом шагу детские аттракционы. Цены достаточно высокие, но, к сожалению, моего размера в этом супермаркете не нашлось. Планирую пойти на рынок и там поторговаться. Если вы что-то либо решите покупать, конечно, можно зайти в супермаркет и купить по тем ценам, которые там указаны. Но дело в том, что лучше покупать, наверное, в небольших магазинчиках. А торговаться надо везде в Китае, потому что китайцы это любят. На первый взгляд это будет очень такой неприятный контакт. На самом деле заканчивается это вообще хорошо. Какой-то презент вы получите, если хорошо торгуете. Прибыл на китайский рынок. Сейчас посмотрим, что это такое. Попробовал китайскую еду. Мясо, очень вкусные. Китай люблю. С вами был Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». До скорой встречи!